Добрый день, уважаемые интернет и телезрители. Мы продолжаем наш разговор в дискуссионном клубе «Политрук». Сегодня тема нашей беседы – развитие волонтерского движения в республике. Вот слева от меня Винокуров Айлан, региональный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы». Вот, наверное, давай начнем с тебя. Добрый день. Так, вообще, тема нашего разговора сегодня – развитие волонтерского движения в нашей республике. Да? Вообще понятие волонтерства раньше в нашей республике и вообще по всей России воспринималось как люди, которые убирают мусор. Они ходят в униформе, люди, которые убирают форму. Да? Вот в последние годы в нашей республике это понятие волонтерства, добровольца, кардинально поменялось, потому что появилась поддержка с государства. Люди начали по-другому воспринимать слово волонтерство. Именно в нашей республике, именно у нас есть центр по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия. У него направленность работы именно по двум направлениям, основным направлением работы. Это социальное волонтерство и спортивное волонтерство. То есть социальное волонтерство – это помощь пожилым людям, помощь людям с ограниченными возможностями здоровья и так далее. Да? А спортивное волонтерство – это помощь организации спортивных мероприятий разного уровня. Ну, на практике у нас в республике это игры Дитя Азии. Вообще. Угу. Какое превалирует больше волонтерство? Ну, сейчас я понимаю, что сначала были, значит, игры в Сочи, потом это перенеслось на регионы. Ну, в нашей республике вообще спортивные мероприятия довольно-таки в последние годы довольно много раз проводятся и российского уровня, республиканского масштаба. Поэтому спортивное волонтерство более так поэтапно идет, да, ну, по этим. А социальное волонтерство, она уже круглогодично идет, без остановки. Каждый раз по разным акциям наши волонтеры помогают нашим ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам тыла, труда и также людям преклонного возраста. То есть социальное волонтерство, оно идет без остановки. То есть она всегда, то есть идет полностью, так сказать. Василина Павловна, скажите, как помогает государство волонтерскому движению? Вообще есть такая помощь? Конечно, есть определенные меры поддержки от государства в рамках поддержки волонтерской деятельности, в том числе финансовая поддержка. Что касается нашего министерства, у нас выделяются ежегодно субсидии молодежным общественным организациям, осуществляющим волонтерскую деятельность. В этом году у нас 2 общественные организации заявились, получили субсидии. Также мы ежегодно проводим конкурс на грант главы Республики Саха-Якутия в сфере молодежной политики по 5 направлениям. Сумма гранта составляет 1 миллион 30 тысяч рублей по 5 направлениям, как я сказала. И одно из направлений – это как раз-таки волонтерские проекты. В этом году общественная организация Сахамсире получила грант. Они представили проект, это ряд мероприятий в течение года они провели в сфере волонтерской деятельности. Что, весь грант на всю сумму? На всю сумму, да. То есть это не одно мероприятие, а комплекс мероприятий, которые проводятся в течение года. То есть это большая организация, да? Да. Сколько там численность? Можете сказать? Численность, количество не могу сказать, но несколько сотен человек непосредственно охватываются деятельностью этой волонтерской общественной организации. Если вот у нас Айлан, допустим, представляет центр по работе с волонтерами, они несколько тысяч, более 3000 ребят задействуют волонтерской деятельностью, а организация Сахамсире, у них более контингент, чуть взрослое население. Вот смотрите, у Айлана называется организация «Волонтеры Победы». Я не очень понимаю, это что значит? Это под День Победы было создано? Волонтеры Победы, они были созданы в рамках юбилея Победы, 70-летия, и сейчас функционируют в рамках деятельности Центра по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия. Вообще, давайте разберем понятие волонтера, да? Чтобы было понятно, что это такое. Ну, давай, ладно, еще и вот немножко. Я, наверное, начну.
есть основа государственной молодежной политики Российской Федерации, где есть определение волонтерской деятельности. И там написано: молодежная волонтерская деятельность – это добровольная, социально направленная и общественно полезная деятельность молодых граждан, осуществляемая путем выполнения работ, оказания услуг без получения денежного или материального вознаграждения. Но кроме случаев возможного возмещения, связанных именно затрат с осуществлением деятельности, волонтерской деятельности. Я все же надеялся, что замминистра будет говорить своими словами, поскольку... То есть, если, да, своими словами говорить, то есть волонтеры не получают за свою деятельность заработную плату, какое-либо возмещение, но на затраты, которые тратятся, когда волонтеры делают свою работу, может государство финансово поддерживать, что и мы делаем. Это я понимаю, я был в этом движении. Я хочу понять, есть волонтеры спортивные, да? Да. В сфере спорта, есть социальные волонтеры, да? Есть вот Победы, это, наверное, тоже социальные. Почему Победа, да, непонятно. Направление социальное у нас у волонтеров Победы, Всероссийское общественное движение, оно именно... Вообще, сперва она создалась вот, на 70-летие Победы, она называлась волонтерский корпус 70-летия Победы. Да? Потом по инициативе волонтеров, которые вступили в этот корпус, президентом Российской Федерации поддержана инициатива о создании Всероссийского движения «Волонтеры Победы». И вот и направленность именно на волонтеров Победы, она на социальная помощь именно ветеранам Великой Отечественной войны, то есть и воспитание молодежи в сфере гражданско-патриотического воспитания. То есть проводятся у них разные мероприятия, именно исторические квесты по действительным записям ветеранов Великой Отечественной войны, то есть волонтеры идут на встречу с ветеранами и записывают их боевые действия или какие-нибудь их поступки, да, геройские. И, то есть по этим данным, достоверным данным, она проводятся разные исторические квесты. А также одним из направлений является это благоустройство памятников нашей республики. И вот недавно у нас 9 декабря прошел День Героев Отечества, где мы провели всероссийскую акцию именно по улицам. Как мы знаем, у нас в Якутске есть 35 улиц, названные в честь героев Советского Союза. И мы вышли по улицам города Якутска и в виде фронтовых писем треугольников с надписью «Чтобы помнили, гордились и благодарили». И внутри информация о человеке. То есть, например, мы ходили на улице Федора Попова и раздавали им вот эти треугольнички. То есть, чтобы люди, которые живут на этой улице, есть люди, да, которые действительно не знают, кто такой Федор Попов. Это действительно очень стыдно, да? И они, то есть, чтобы знали и хранили эту информацию, внутри этой треугольничка бумажки там информация о нем. То есть общая информация о нем и его героические поступки. То есть таким образом такого рода разные акции проводятся именно волонтерами Победы. Хорошо, понятно, очень полезное дело. Хорошо, давайте разделим, значит, уберем спартакиады в сторону, потому что, ну, спорт это массово, это красиво, это объединяет, это укрепляет, это патриотизм, ну и так далее, все вот эти эпитеты, связанные со спортом. Давайте поговорим, там даже интересно работать бесплатно. Волонтерское движение это прежде всего бесплатно, правильно? Это на безвозмездной основе. Это... Ну, опять же, видите, нужно так, чтобы не путать с благотворительностью. Вот я почему и хочу социальное волонтерство в Якутии. На каком у нас уровне? На каком? Тут еще. Так, ну, социальное волонтерство у нас развивается, начинает развиваться. Если вот мы говорили, спортивное волонтерство у нас развито, а социальное только начинает набирать обороты. И сейчас как раз мы сегодня совместно с Министерством труда готовим предложение, совместный план совместных действий, в рамках которого мы бы хотели вот как раз ребят, молодежь привлечь к социальному волонтерству. То есть не только организация социально значимых мероприятий, да, но и вот как ребята уже Алан говорил, то, что постоянно работают центрами, где проживают, ну, сиротскими домами, центрами, где проживают пожилые люди, то есть чтобы постоянно работа велась и была координация со стороны социальных учреждений. Хорошо, как вы мотивируете людей, чтобы они работали? Изначально, вот, как конечно волонтеры? же, мотивация у большинства ребят, она сама приходит изнутри. То есть ребята сами желают помогать и быть общественно полезными в своей деятельности. Это в основном студенты, у кого чуть больше свободного времени, кто не ограничен временными рамками, ну, относительно работающей молодежи, да? Школьники и
в большинстве случаев, практически 100%, ребята без мотивации как раз-таки сами занимаются волонтерством, а мы в последующем как-то вознаграждаем нашими ведомственными наградами и так далее, или отправляем на всероссийские мероприятия, помогая проездам, направляем на обучение, то есть такие меры Вот мотивации. поощрения, то есть такие, не материальные, Да, не не в смысле- материальные, то есть моральная поддержка. Мгм. Хорошо, ну вот смотрите, до программы мы тут немножко дискутировали. Вот есть люди, которые говорят, что волонтерское движение уже вот с 2000-х годов, да? Вот. Или даже раньше. Вообще, это может быть вообще это со времен комсомола, нет, вам не кажется? Вот. Можно? Да, конечно. Ну, во-первых, волонтерское движение гораздо раньше 2000-х годов создалось, и создалось оно не в нашей стране пошло. Но давайте вспоминать все, что было у нас. А тимуровцы? Это что, не волонтерское движение, что ли? Это классика волонтерства была. Но самое страшное, на мой взгляд, это заорганизованность. Как только начинается организация, как только сверху начинает вот это все управляться, это все умирает. Ну, не знаю, люди моего поколения, наверное, прекрасно помнят, какие были тимуровцы в наше время. Спускались разнарядки, сколько, куда, кому и отчетность. И это умерло очень быстро. Мне вот такое мнение, что самое главное, чтобы, как правильно было сказано, все это шло изнутри, чтобы это шло снизу. А это есть, на самом деле есть. Люди хотят помогать, и не только молодежь, многие хотят помогать, и люди старшего возраста, и даже пожилые люди хотят помогать друг другу. Главное, чтобы у них была информация, кому нужна помощь. Красивые такие яркие акции – это прекрасно. Но волонтерское движение – это прежде всего постоянная, незаметная, мелкая работа, которую никто не видит. Вот это самое главное. И очень важно, на мой взгляд, не дискредитировать само слово волонтерство. Я вот хотела сказать о том, как называют волонтерами у нас деток, которые летом ходят, убирают улицы. Их называют волонтерами. Но начнем с того, что им платят. Копейки, но платят. А раз так, это не волонтерство. На мой взгляд, это эксплуатация детского труда в опасных и вредных условиях. Это которые собирают туберкулезные Да. бычки вдоль дороги, да? Ну, туберкулезные, не туберкулезные, но условия в черте города, в загазованности, дети проводят хотя бы и 4 часа всего. Это вредно для их здоровья. Когда медицинские работники, мы в частности, медиаторы об этом говорили, детям раздали маски. И на этом все кончилось. Я, честно говоря, тоже возмущался по этому поводу. Неужели никого вот из чиновников не царапает, когда они проезжают в своих шикарных машинах, и дети ходят, и летящие из этих машин бычки собирают? Но неужели никому это вот сердце не корябает? Это ужасно, это безнравственно. Со стороны взрослых это раз, это безнравственно с социальной точки зрения, потому что мы все прекрасно понимаем, что это дети из бедных семей. А кто заказчик вот этого? А вы знаете, эту информацию очень сложно получить, в открытом доступе ее нет. Я пыталась, информации нет. Муниципальная власть. Даже когда я напрямую звонила в подросток, потому что по разговорам знакомых, у кого дети там пытались работать, а они через подросток пытались туда устроиться. Подросток на эту тему вообще не разговаривает. Просто по телефону узнать это невозможно. Я не знаю, как эту информацию. Вот мне, простому рядовому гражданину, не чиновнику, там... Не, вообще для этого есть специальные службы, которые получают за это деньги, там, я не знаю, Якутдорстрой. По крайней мере, мне должны эту этим информацию получить не удалось. С моей точки зрения, вот это яркий пример негативной политики, которая дискредитирует само понятие волонтерства. А есть другие примеры, о которых вот как раз очень громко никто не говорит, никто нигде не рапортует. Ну, вот я представляю здесь партию «За женщин России», но я работаю в медицинском институте, я на кафедре педиатрии работаю. Вот студенты нашего мединститута 20-го корпуса, они сами собрались и сами занимаются вот этой работой. Никто их не руководил ими, никто не давал никакого задания. Понимаете, это вот рождается, когда разговаривает человек с человеком в общаге. Где-то они собираются, обсуждают эти темы, и рождается такая инициатива. Вот это то, что нужно поощрять. Самое главное, конечно, это есть. Дети хорошие, и дети, и студенты наши. У них есть это желание помогать. Надо показать им, где помогать. Меня покоробило слово «сиротские дома». Нет у нас сиротских домов. Вообще нет. У нас есть дом ребенка, у нас есть школа-интернаты, у нас есть детский дом. Сирота — слово ущербное, и оно не должно звучать.
По крайней мере, в средствах массовой информации. Мне кажется, мы в другую колею ушли немножко. Хорошо, но сейчас я верну в колею. Я просто момент серьезный. Я хотела бы уточнить этот... Про детей, про детей, Саш, дайте, подожди, я закончу. Вот смотрите, один момент. Во-первых, это можно пресечь, вот тут замминистра присутствует, вот, что касается конкретно детей. Так вы говорили, и на коллегии уже, Минздрава я думаю, об этом говорили. после Это программы на заметку поставить. много где говорили об этом. Просто смотрите, волонтерство ведь это не только уборка мусора. Вот это именно. ведь помощь, это ведь такой посыл души, понимаете? Вы хотите помочь. Вот я помогаю там, ну, кое-кому. Я На кто, мой взгляд, волонтер помогать или, надо людям, а или не кто я? городу. Вот эти все уборки мусора – это помощь муниципалитету. А помогать надо людям. Вот смотрите, давайте разделим. Если мы платим деньги кому-то в помощь, это мы помогаем или это благотворительность все-таки? Потому что волонтерское движение, это, по-моему, это личная помощь. Но, если я правильно понимаю. Можно, да? Добрый день всем. Я хочу сказать, наверное, надо изначально расставить акценты в плане того, что волонтерство, как уже сказали, это добровольчество, да, то есть человек от доброй души, да, своей воли он вступает в то или иное занятие, которое приносит добро людям. Соответственно, никакие поощрения, да, там, не знаю, даже вот сказали, это правильно, мы поддерживаем всегда и разными там благодарностями и так далее, там вот, ребят, да, но материальное никакое вознаграждение, оно не предусматривается изначально. То, что сказали насчет уборки мусора, да, мы все это помним. И, честно говоря, вот 5 лет, как и Министерство по молодежной политике, и в первую очередь Центр по работе с волонтерами, и вообще волонтерское движение в республике борется с этим стереотипом, чтобы сломать. И я думаю, что на сегодняшний день сломали этот стереотип, что сегодня волонтеры не путают с уборщиком мусора. Да, это было такое искривление, да, в свое время. Но это было там веяние там, того времени, когда надо было занять детей и так далее, да, и вот придумали. Как же назвать их? Давайте назовем волонтером. Волонтер, да, действительно, это понятие, оно далеко за 2000 год, до 90-х годов еще было основано для именно помощи в организации тех или иных мероприятий, в первую очередь. Это своего рода комсомол. Это комсомол был, оттуда пошло все. Нет, мы понимаем, и я согласен с тем, что вот эти разнарядки разные там сверху и так далее, они ломают это. И сегодня насколько я знаю, никаких разнарядок, там, поручений и так далее для волонтеров не спускается. Есть мероприятия, организаторы обращаются в Центр по работе с волонтерами, другим общественным организациям, да, занимающимся волонтерством, для того, что нужно помочь организовать. И мы всегда позиционируем волонтеров не как даже помощников, а как соорганизаторов. Они помогают организовывать мероприятия. А то, что сегодня вот, говорим о том, что уборка мусора и так далее, то, ну, честно говоря, детей с мешками по улице я не видел давно. Помогают в уборке мусора, вот, ну, летом видели и так далее. Это стройотряды. Стройотряды, которые, опять-таки, за определенную плату, они выходят работать. Вот то, что вы говорите, что выделяются деньги службам и так далее, то эти деньги выделяются, из этих денег выделяется также определенный фонд оплаты труда для привлечения строительных отрядов. И когда вот это переформатирование понятия волонтерства в республике, оно только начиналось, было такое, что боролись, да, с тем понятием, что вот наших волонтеров там просили или хотели, там, чтобы они, грубо говоря, помогали тем же стройотрядам, да, или там на уборку мусора. Мы им говорили: стоп. То, что подразумевает за собой, ну, это физический труд, уборка мусора и так далее, это вредный труд, за который надо платить. Волонтер, ну, честно, в моем понимании, и так оно и есть, что волонтер сегодня, он может прийти, и тут уже у него вступает мера его ответственности. То есть, если он ответственный человек, он доведет это дело до конца, да, веренное ему по направлению. Если же нет, допустим, да, или какие-то обстоятельства, он может просто сказать: я пошел. То есть его никто не может заставить, и он, в принципе, не обязан там Согласен, так и должно заниматься. быть. Да, ну так оно и есть на сегодняшний день. Поэтому даже в тех же проведениях мероприятия там пытаются, ну не пытаются, там бывает такое, бывало до этого, что
поставить, грубо говоря, там, я не знаю, в гардеробе там, или еще где-то там. Волонтер тоже, он не может нести материальной ответственности за то или другое там, имущество, да, организатора. То есть это доброволец, он может сейчас стоять, через минуту он может уйти. Соответственно, ты не можешь с него истребовать чего-то. Поэтому я считаю ошибочным мнение, когда говорят, что вот организаторы экономят на детях или студентах или еще чем-то, да? То есть это ставятся на те позиции волонтеры, где они помогают именно, где и без них в принципе будет, но они могут это мероприятие сделать лучше и удобнее для посетителей, для зрителей и, конечно же, для организаторов тоже. Подождите, давайте не путать. Вот смотрите, один момент. Вы сказали, что помогают соорганизаторы какого-то предприятия. Да. Ну, как это у нас бывает? Берем молодежь или берем детей и начинаем их привлекать, чтобы какие-то дядьки в костюмах, у которых, собственно, есть деньги, они могут за деньги привлечь молодежь, вот этим пользуются. Волонтерское движение, это же, ну как это идет изнутри. То есть мы можем соорганизоваться сейчас тут вот 8-10 пойти и убрать мусор. Это что, мы волонтеры? Да, наверное. Да, волонтеры. Ну, Или если помочь если это наша добровольная воля. Да, или помочь Добрая какому-то, воля. может быть, У человеку. нас, например, сейчас волонтерство неправильно идет, вот как Татьяна Геннадьевна сказала, да? Мы не помогаем людям конкретно, да? А вот наша исполнительная власть начинает пользоваться себе волонтеров. Вот Министерство спорта реально нуждается в помощи волонтеров. Ну, Как бы волонтеры должны были дедушкам, бабушкам идти, да, помогать реально людям, да? А сейчас как бы у нас Нет, волонтеры это разные, облегчивают это работу. разные. Это есть Облегчивает спортивное работу, да. волонтерство, а есть вот социальное. Ну вот, в том-то и дело. Сейчас у нас речь должна идти о социальной вот волонтерстве, да? нет, Мы давайте не будем путать вообще и не будем делить волонтеров на спортивных, социальных или еще каких-то. Волонтер, он есть волонтер как бы в душе. Он сегодня пойдет работать на спортивное мероприятие. Если ему хочется, он пойдет работать там на Да, это бесплатные другое. помощники. Ну, нет, ну, как? Нет, ну как? Это тоже неправильно. Это Они не неправильно. бесплатные Вот, помощники. вот, я вас- И давайте. говорить о том, что волонтеры должны это делать, это тоже неправильно. Я еще раз говорю, делает то, волонтер что никому хочет. ничего не должен. Да, это В первую по очередь. своей Да. доброй воле. Поэтому и называется доброволец. Да? И хотела бы вот Ну, вернуться уделить тогда внимание. к теме организованное и неорганизованное волонтерство, то, что говорила Татьяна Геннадьевна. Есть очень много примеров неорганизованного волонтерства. Вот, допустим, когда люди пропадали в лесу, в тайге, очень много людей помогали, выходили, целое население выходило. Да? Это неорганизованное волонтерство, но при этом оно не менее важное, чем организованное волонтерство. Единственное, надо учитывать, чтобы было правильное информирование, чтобы тот, кто хочет по своей доброй воле помочь в той или иной сфере деятельности, мог знать, что можно туда-то подойти, можно там помочь, там кому-то подойти. То есть правильная информация. Ну или должна когда идти. наводнение было, помните? Или да. Набирали мешки Конечно. песком и делали дамбу. Конечно, по отдельным видам деятельности нужны определенные компетенции. Конечно, не каждый человек может, допустим, подняться на высоту, там, помочь, что-то перевести, тяжести и так далее. Да? То есть нужны отдельные компетенции. Но где могут помогать добровольцы, в тех видах деятельности, где не нужны такие виды компетенций, вот тут нужна информация правильная. Но все-таки государство, оно должно участвовать в этом процессе. Ведь все-таки волонтеры – это граждане страны. И каким образом оно должно? Вот я вот пытаюсь с вами вот эту ниточку найти. Должно Сейчас участвовать они, государство? Да, должны они участвовать, как бы сейчас участвуют и выделяются вот большие гранты, да. Вот это правильное направление, как я, например, сам молодежь, вот сижу перед вами, да, и сам был когда-то волонтером, да и сейчас я волонтер, да. Просто сейчас надо уделять больше внимания на социальную, как вы говорили, да. У нас мы больше направлены на спорт, на какие-то большие мероприятия, да. Надо уделять людям именно, вот каждому индивидуально подходить. Должны поддерживать мелкие волонтерства. Я не соглашусь с этим, потому что на самом деле одно дело, когда проходит большое мероприятие, которое освещается, и все видят, да, что вот там задействованы волонтеры и так далее. Но в то же время волонтеры, они ежедневно, еженедельно они проводят различные мероприятия, они проводят встречи в тех же там социальных, да, учреждениях, помогают в проведении мелких каких-то, да, акций, мероприятий, которые проводят там муниципалитет, либо вообще учреждения или чуть. Но это просто не освещается, это не
Никто не трубит там во все стороны, что вот посмотрите, мы вот каждый день всем помогаем. На самом деле это мероприятий проводится очень много, про которых жители не знают. Вот. Традиционно у нас проводятся осенние, весенние, недели добра. Вот. Проводятся, есть шефство за социальными учреждениями, разделение. И мы-то сегодня сидим и тоже в то же время как бы обсуждаем, что происходит в городе Якутске, но волонтерское движение, оно разрастается по всей республике на сегодняшний день. Если у нас даже на 6 играх Дети Азии было из 23 муниципальных образований, районов, представителей волонтерского движения, и в районах очень активно это вот все распространяется. Там тоже проводятся, в том числе и социальные акции, помощи ветеранам, малоимущим семьям и так далее. То есть это для интереса даже, может быть, мне кажется, надо Министерству по молодежной политике отчет сделать. Я хотела бы обратить внимание на терминологию. Акции, мероприятия, неделя. Это разные. Ну а что, сиделками, что ли, работать тогда им? А по-вашему, эта помощь не нужна никому? Нет, она нужна, она делается. Она происходит. Но тем не менее, вы так пренебрежительно сейчас об этом сказали, сиделками, что ли, работать? А именно это и является помощью, реальной помощью людям. Есть люди, которым нужна такая помощь. Ну, вообще волонтеры это не обязательно молодежь, это могут быть и взрослые, и даже пожилые люди, которые помогают. Я хочу сказать, что у нас... Вы знаете, что вообще доброта заразна, нужно такое понятие ввести. Вообще это же, я имею в виду в хорошем смысле. То есть вот хочется, видишь, что помогает, и хочется помогать. Но я вам в пику хочу, при всем уважении. Вы партия власти, да, представитель от партии власти? Единая Россия. Ну да, партия власти. Понятие неразделимое сейчас, по крайней мере, вот на сегодняшний день. Зачем вы гоняете молодежь в минус 40, когда День народного единства? Так это тоже по доброй воле. Я слышал, что не всегда так бывает. Вот. Ну, я не знаю, надо было пригласить, наверное, тех людей, которые говорят, что они не по доброй воле. Есть при Всероссийской политической партии «Единая Россия», есть также и в Якутске оно присутствует, в Якутии, Якутское региональное отделение Молодой гвардии «Единой России», где очень много членов, ребят, которые тоже активно участвуют во всех мероприятиях. А День народного единства это государственный праздник, это историческое. Я не настаиваю, не нападаю, я просто что есть такое мнение. Нет, я задаю вопрос. Я поэтому и отвечаю, что это также идет по доброй воле, по зову сердца, можно так сказать. Это кто, волонтеры или кто это? Нет, это общественники, которые болеют за... Подождите, но волонтерское движение и НКО, я имею в виду некоммерческие организации. Понимаете... Разве их можно разделить, разве? Волонтеры могут быть некоммерческие организации, общественные. Нет, общественная организация, я понимаю, что к чему вы клоните, в том плане, что волонтеры это те, кто, я не знаю, вы говорите про митинги, хотя бы, или те же там День народного единства, там шествия или так далее. Вы же сказали про День народного единства, допустим. Я тоже выходил. Там не минус. Я с детьми пошел. Хорошо, вот смотрите. Моих детей никто не заставлял, они просто... Хорошо, давайте я так еще углублюсь. Депутаты городской думы, они не получают зарплату, они помогают людям, тоже ездят. Они кто, волонтеры или кто они? Или благотворители? Нет, они же избраны. Там другое избирательное право. Но хотелось бы сказать... Мы ведь не делим людей, кто они по статусу, мы делим... Нет. Избранные волонтеры. Да, можно так назвать. По поводу детей-волонтеров хотелось бы ответить на вопрос. Это, на мой взгляд, когда государство, точнее муниципальная власть, хочет сделать хорошо, а получается как всегда. То же самое, как сказали Владимир Владимирович, это ребят, чтобы они просто так не сидели, чтобы они чем-то были заняты, их заставили ходить и собирать бычки в территории улиц, и при том еще, несмотря на определенные погодные условия. Я не раз видел, что это было во время дождя. Дай бог, что этого нет на сегодняшний день, это хорошо. И хотелось бы пример привести, тоже вопрос Михаил поднимал по поводу того, что НКО и волонтеры.
Чтобы стать некоммерческой организацией, нужно, во-первых, его зарегистрировать. Это минимум 3 человека должно быть. И в дальнейшем возможно участвовать вот в тех же самых грантах, субсидиях после года прохождения 1 календарного года после регистрации. Леша, можно стать и не регистрировать. Это движение. Тоже НКО регулируется на основании Гражданского Хорошо, кодекса. хорошо. Да, да. Вот, это один из моментов. И хотелось бы такой вопрос задать, наверное. У нас же гранты на сегодняшний день, основным организатором, получается, конкурсов, грантов является Министерство гражданских инициатив. Правильно? Не только у Министерства по развитию институтов гражданского Да. общества есть отдельная подпрограмма социально ориентированные некоммерческие организации, в рамках которого они проводят свои конкурсы, и мы отдельно свои только для молодежных общественных объединений в рамках. Ну, волонтерство, как вы понимаете, не только молодежные. Не только общественные, молодежные, да. да. Но наша деятельность, если касается Министерства по делам молодежи, направлена на поддержку молодежного волонтерства. Александр Витальевич, мы, наверное, Народный фронт, вот представители Народного фронта, тоже являемся, наверное, определенного рода волонтерами, да? То есть нам же никто деньги не платит, мы сами по своей инициативе выступаем. Что думаете, Александр Витальевич? Спасибо, наконец-то дали слово. А тут вот я слушаю товарищи, которые вообще не разбираются, тут про бычки рассказывают там и так далее. Я вот, наверное, человек, который совместно с Федоровой Надеждой Прокопьевной, мы в 2000 году создали волонтерское движение в Якутии, массовое волонтерское движение. У нас 2000 человек работало. Причем это были все добровольцы. Все добровольцы. Не просто дали объявление. И столько детей пришло, 15-16 лет. И мы их учили именно, как говорится, давайте делать добро. Что такое слово волонтер? Это доброволец, человек, который творит добро. Вот. И, конечно, мы там элементы советского прошлого тоже, мы отряды, форму им дали. И самое главное, мы сделали так, что слово волонтер стало престижным. Не то, что вот эти дети, которые собирали эти бычки, да, они показывали взрослым, которые сейчас вот ругают, да, что бычки разбрасывать-то плохо. А вы знаете, какой город Якутск был в 2000 году? Его никогда не убирали. Он был засранный, грубо говоря. И вот когда вот несколько лет работали эти волонтеры, ребята, да, город преобразился. В 2000 году Михаил Ефимович Николаев меня попросил придумать, как убрать город. А надо было мэрию попросить. Я вообще-то у вас не спрашиваю. Вы этот вопрос, вы немножко не разбираетесь, не надо. Я просто рассказываю, и, пожалуйста, меня не перебивайте. Вот. И Михаил Ефимович Николаев дал задание убрать город, и мы убрали, мы показали. Причем этот день... Дети, конечно, получали зарплату, но они получали зарплату не из бюджета. И людей, которые умничают, очень много, а те, которые создают систему, потому что когда вот мы в 2000 году показали, как это может быть, да, уже в 2001 году дети в этих жилетиках уже в Москве появились, в Питере появились там и так далее. И нормально, как говорится, я думаю, что мы дали толчок, потому что действительно после этого стало престижно заниматься добровольчеством. Причем мы не только занимались тем, что убирали город. У нас были отряды, у нас отрядная система, как вот пионерская организация, про тимуровцев сказали, у нас структура тимуровской команды была. Вот. У нас дети ездили к пожилым людям, ухаживали в магазин, ходили, дома убирали и так далее. То есть я считаю, что те дети, которые были в волонтерском движении, я очень многих встречаю, в том числе и в ДП-1, и предприниматели нормальные, они просто научились работать. Потому что до 2000 года, после развала комсомола и пионерской организации, не было ничего, детям просто нечем было заниматься. Сейчас немножко другое положение, конечно, политическое, но тогда это был факт, и волонтерское движение, это было как глоток свежего воздуха, и я считаю, что оно себя оправдало.
У меня ощущение, что детей, которых я вижу в ДП-1, что они просто нашли подход. Я дополню. Я соглашусь с Александром и с тем, что ранее Владимир говорил о том, что волонтером сегодня быть среди молодежи популярно и престижно. И пример, допустим, вот на Дети Азии, когда мы объявили конкурс, более 5000 заявок поступило от молодежи республики. И от них отобраны были 2000 человек. И это действительно было престижно. И это в том числе пропаганда патриотического воспитания молодежи. И волонтерская деятельность в нашей деятельности, в том числе, это профилактика правонарушений среди молодежи. То есть это многогранная деятельность. Это не только то, что вот работают где-то на улице, как говорили, да. И хотела бы добавить о том, что у нас в муниципальных районах, в 19 муниципальных районах уже на уровне администрации официально есть определенная поддержка, постоянная поддержка волонтерской деятельности именно непосредственно на местах. То есть и руководство районов уже понимают то, что действительно надо поддерживать, делать пропаганду среди молодежи. Да, смотрите, какой один момент. Вот чиновник, Жураковский бывший чиновник, вы нынешний. Он говорит, мы создали. Но они создали, они соорганизовали, потому что это было уже. Михаил, я никогда чиновником, извини, не был, в отличие от тебя. От меня? Я чиновник, по-твоему? Я никогда не был чиновником. Я нет. А почему? Во-первых, Единая Россия это... В смысле, это член, а не чиновник. С какой тапочки во-вторых, я не член Единой России. Я вообще не член никакой либо партии. Я никогда чиновником не был, ты меня извини. Если бы захотел, бы стал. Может быть, я не думаю, что это самое обидное слово. По крайней мере, ты очень агрессивный человек, это мы все уже поняли. На женщин даже нападаешь в прямом эфире. Ну ладно, я просто хочу сказать, смотрите, вот вы говорите про Дети Азии. Дети Азии это же все-таки яркое событие, это такое событие года. Туда, я бы сам пошел туда волонтером. И, понимаете, там понятно, что там красиво, это объединяет, это спорт, это, как это будем говорить, это вообще интернационал. А вот вы говорите, очень много, 5000 заявок, а вот помогать детскому дому, или помогать и дому инвалидов, который сейчас все знают, эти проблемы, которые были. Что-то я не видел там, чтобы прямо ломился народ, чтобы туда помогать. Потому что эти бедные, одна там зажравшаяся эта начальница, которая там руководила, и никто не мог, просто чисто случайно узнали, что такая ситуация в этом доме инвалидов. Вы, наверное, не знаю, за новостями следите. Но я имею в виду, что тут и мы разделяем это. У нас есть, и как вначале говорили, ребята, которые занимаются спортивным волонтерством, есть ребята, которые занимаются социально значимыми делами. Да? Если о спортивных мероприятиях всегда информируются, все люди знают то, что прошло такое мероприятие, приняли участие столько-то человек. Социальное волонтерство, оно делается тихо, человек просто по своей доброй воле помогает. И есть у нас такие ребята, у Айланд работают в центре по работе с волонтерами, и на учете у нас в целом и по социальному, и по спортивному волонтерству более 3000 ребят в целом по республике есть. Они работают, просто люди не знают, и информирование может быть недостаточно идет, надо ли и в каком направлении должно идти информирование, этот вопрос. Антон Васильев. Давайте я немножко скажу. Нет, я сейчас дам слово Мелании Аполлинарьевне, а то у нас женщина, мы не даем сказать даже. Во-первых, то, что дети убирают мусор, это, конечно, неправильно. Это не волонтерство. Во-первых, это обязанность, наверное, какой-то муниципальных органов. Для этого коммунальные службы есть. Я летом тоже часто наблюдаю, что дети и не строят ряд вовсе это, а это дети 10-11, может, лет, не более того, ходят, убирают мусор, это неправильно, так не должно быть, это не волонтерство. Волонтерство это подразумевает под собой добровольчество. Вы вспомните, добровольцами были строители БАМа, это же тоже волонтеры, наверное, были, когда ехали на стройки. Сестры Милосердия. За длинным рублем они ехали. Почему же за длинным рублем? Комсомол, партия сказала, комсомол ответил да. Так же было, вы вспомните. Мы еще застали те времена, когда люди ехали на БАМ строителями, но они же, я не думаю, что все там тянулись или бежали за длинным рублем. Там тоже были волонтеры. Была идея, это было в едином порыве. Волонтерское движение, и общественники, они же тоже волонтеры.
Если мы кому-то помогаем, мы не афишируем это, мы, ну, в душе мы волонтеры или какие мы волонтеры, я не знаю. Вот мы, например, каждое лето ездим на Иланку, да? Мы с родственниками собираемся и убираем там мусор. Там очень много людей приезжает, отдыхает, но не все убирают за собой мусор. Там очень, ну, за собой много оставляют мусора. Вот мы берем мешки полиэтиленовые, весь этот мусор убираем и увозим в город. Вот, я не знаю, волонтерство это не волонтерство. Это, Ну, конечно, волонтерство. я не знаю, как это называется. Или летом, вот, допустим, мы в сторону дачи ехали, вот в этом году, в прошлом году не скажу, увидели большую группу людей, взрослых, которые убирают лес. Мы остановили машину, подошли, попросились к ним в помощь, поехали, переоделись, пришли и стали им помогать. Оказывается, есть такая, или некоммерческая организация, я не знаю точно, как она называется, вот «Передай добро». Точно я не знаю, кем они являются. Но там взрослые достаточно люди. Вот они убирают мусор. Не только убирают мусор, но опять-таки они помогают нуждающимся. Так? Допустим, погорельцам, там, каким-то вот, социально нуждающимся людям, инвалидам. Вот, есть такая организация. Я знаю, что у нас в России 15 волонтерских центров в 11 городах. Я не знаю, есть у нас в России это или нет, вернее, в Якутске. Но хотелось бы, чтобы волонтерский центр был. И если человек помогает от своей... Ну, я знаю, это является, называется он волонтерским центром. Или Центр нет? по работе с волонтерами Республики Саха-Якутия. Хорошо, Айлан, Я не знаю, я не думаю, что это смешно, или если человек от чистого сердца пошел, помог, и потом это не афиширует, или это не говорит, или правильно понимает он, или неправильно понимает, я не думаю, что здесь это смеяться или хихикать, это Да. не есть смешно. Или Айлан, скажи, пожалуйста, сколько к вам приходит людей, сколько уходит? Ну, то есть у вас есть какая-то Вообще, статистика? общее количество. По всей республике у нас около 3000 волонтеров работает вообще. А повседневно у нас в центре, когда мы проводим различные мероприятия или же помощь, людей проводится более 200 человек нам подходит. По средней статистике. Вот это именно с города Якутска. Это и студенты, и школьники. Вообще, я хотел сказать о таком понятии. Наверное, в моем понимании, все люди на нашей земле, они все добровольцы. Доброволец, то есть в понятии, я не знаю, вот лично я, когда вот по телевизору показывали, было у нас наводнение в Приморском крае, да, просили отправлять сообщение со словом «добро» на какой-то номер. Надеюсь, наверное, вы тоже отправляли такое сообщение. И вы, если сделав такое сообщение, вы все стали добровольцами. Нет такого понятия, что я бывший доброволец. Бывший доброволец, это же смешно говорить, да, что это все равно, что я бывший добрый человек. Не может же быть такого, что сказать, что я бывший добрый человек. В таком понимании. Понимаешь, вообще. если отправить СМС, это благотворительность. Нет, это называется информационное волонтерство. То есть есть много видов волонтерства вообще можно различать, да? Если ты отправил это сообщение, ты тоже все равно становишься волонтером, добровольцем. Ты же добровольно отправил это сообщение. Все же волонтерство это лично твое участие, Да. твое участие. Ну, ты сам. Ты же именно от своего счета отправляешь деньги. Не от другого, никто же тебя заставляет отправить это сообщение. Ты увидел, да, действительно, вот проблема у нас стоит, отправил, и все. Ты тоже добровольец, ты же сам по своей воле. Нет, ну сделал. что добровольец-то понятно, что ты добровольец. Да, вот у нас коллега Якутске- правильно говорит, кстати говоря. Добро в человеке должно быть. Естественно, Он хочет, изнутри. он должен, и не обязательно по телевизору смотришь там и так далее, не обязательно об этом кричать. Вот я, например, сегодня, вот вы про дом престарелых сказали, я вот сегодня, не дали, как сегодня там был, мы вот ОНФ вот с Алексеем, мы не кричим, мы просто им помогаем, их проблемы решаем, понимаете? Поэтому я считаю, что мы все можем быть волонтерами. И когда говорят, что там надо самим на себя посмотреть и самим работать, самим добро делать, а не там говорить, что дети не должны там что-то убирать. или Нет, что. конечно, это однозначно, что Да, Нет, да, я про это любой и хочу может быть. сказать, да. Вообще, надо сказать, наверное, что вот, ну, тема же идет волонтерское движение в Республике Саха-Якутия. Я-то думал, что мы сейчас будем обсуждать, как оно происходит, это движение, да, вообще развивается оно у нас в республике, и что нужно сделать для того, мы чтобы уже еще- говорим об этом. Ну, нет, мы более обсуждаем вообще, кто такой волонтер. Вот, но, ну, по крайней мере, у меня такое понимание. Так это понятие общее. Нет, понимаете, слово волонтер
Вот оно сегодня, и это хорошо. И я думаю, что вот таких ребят, как Айлан, заслуга, что сегодня слово волонтер, оно в первую очередь у человека приходит сознание о том, когда он слышит вообще про добровольство или еще чего-то. Да? Потому что мы говорим, вот когда оно у нас появилось и так далее, сказали, что там и при комсомоле было, оно было всегда на самом деле. Оно было всегда, и добровольцы, и общественники. Просто до 2011 года я, там не в обиду, да, тем людям, которые создавали или еще что-то, оно совсем с другим ассоциировалось у нас в республике. Совсем с другим ассоциацией. Поэтому раньше назывались общественниками, добровольцами, там, но только не волонтерами. Не, ну волонтер, было понятие, волонтер это уборщик. Вот, есть, да. Вот, я про это и говорю. В жилете, с метлой, да, с лопатой. То, что сказал Александр, это, я повторюсь, да, что это было веяние времени, и тогда была необходимость, но просто надо сказать, что просто был неудачный подбор названия. Нельзя было их называть волонтерами. Соответственно, сложился такой стереотип. До 2011 года, ну я вам, ну сами подумайте, до 2011 года никто бы там не говорил, да, вот волонтер, он, все бы говорили общественник, там, доброволец, там, не знаю, благотворитель, там, или еще что-то там, просто хороший человек, но он только не волонтер. Вот уже когда волонтерское движение начало развиваться в той стезе, которое оно, понимание есть во всем мире, вот сейчас уже как бы оно, ну, первое на ум, что приходит, с такими делами, да, деяниями, это волонтерство. И это хорошо, на самом деле. А суть ли как называть? Имеет ли смысл обсуждать слово? Мы дело должны обсуждать, реальное. Вот я хотела бы вернуться к фразе, которая прозвучала, но как-то ушла из дискуссии. Информированность. Людям нужна информация. Вот у нас развитие волонтерского движения. То, что люди, желающие помогать, есть, да, есть. Но им надо сказать, дать информацию, где помогать. Правильно сказать, пропаганда. Где нужна помощь. Вот здесь средства массовой информации незаменимы. Вот не надо говорить, что вот кому нужна помощь, может быть конкретные адреса, фамилии, кому нужно. Потому что есть люди, которые нуждаются в помощи, и никто об этом не знает. Потому что большие мероприятия, да, они освещают. Я не говорю, что это не надо, это тоже хорошо, но это общеизвестно. А есть вот маленькое мероприятие, уборка леса. Я думаю, это многие бы присоединились, если бы была информация. Где, когда, во сколько. Антон Васильев есть такой. Да, я вот называю его надо было главным пригласить. волонтером. И в средствах массовой информации он более 3 лет, как я знаю, уже исполняет функции муниципалитета, вот правильно сказали. То, что функцию муниципалитет должен исполнять по уборке. Которого немножко дискредитировали, да. И он непосредственно за окружной администрацией мэрии города Якутска собрал 45 мешков. То есть администрация города проводит по городу очень много так называемых субботников в приказном порядке. То есть спускается то, что нужно провести субботник, там определенные улицы закрепляют за предприятиями. Но это второй вопрос. Вот он, в средствах массовой информации никто о нем не знал. Я в средствах массовой информации, конечно, читаю, но вот честно скажу, вот в таком потоке, огромном потоке информации, в электронных СМИ, печатных изданиях, вот просто у меня идет отсев. То есть про волонтерство, вот честно, я вот не стал бы читать. Но есть такое информированность через социальные сети. Это очень сильно развито на сегодняшний день, и нужно это развивать. И они, вот средства массовой информации уходят уже немного на второй план. Все сейчас пользуются 100% социальными сетями. Недавно подсоединился к этим тоже сетям, вот, не было времени, вот, скажем так, в связи с общественной деятельностью нужно было. Facebook, Антон начал с Facebook, а потом Instagram. И он сам находит вот эти вот семьи, и у него указаны все. Не раз ему перечисляют уже на карту деньги, и он эти деньги берет, использует, еще потом отчитывается за эти деньги. Но вот тоже вот те же самые вот вопросы у меня хотел возникнуть по субсидиям, да. Естественно, вот убраться на территории это хорошо. То есть все скинулись, взяли с собой мешки, например, да. Но если это делать не раз в год, не 2 раза в год, все равно это определенного рода затраты. Те же самые мешки, вот, например, мы, патриотический спортивный клуб «Уранхай», собрали мешки, очень много мешков, сами скинулись. Но вывести, например, это тоже проблема. Это 4 автомашины, вывоз 4,5 тысячи рублей, это 18 тысяч рублей. Нужно было нам денежных средств. Мы попросили ту же самую окружную администрацию, они машину отправили.
эта машина приехала. Но опять-таки эта машина приехала, это затраты, это где-то должно быть заложено. И то, что вот госорганы власти, муниципальные органы власти поддерживают волонтерство, так и должно быть. Но это тонкая грань, чтобы не было именно перегибов определенного характера. Хорошо то, что есть у нас центр волонтеров, то, что можно туда обратиться с определенным проектом, спортивным мероприятием или какого-либо социальным каким-то мероприятием. Но нужно как-то вот это вот не перегибать эту планку, скажем так. То есть вот тут правильно озвучивали то, что волонтерство это у нас это добровольчество. Так и должно быть добровольно, и это должно идти от человека. И ни в коем случае не должно быть такое, то, что вот как видела, требуются волонтеры, оплата такая-то. Ну, таких объявлений тоже не должно быть, на мой взгляд. Алексей правильно говорит про роль государства. Государство должно поддерживать. Вот то, что вот Антона Васильева, который мусор собирает, да, тоже мы с ним встречались, тоже. Есть и другие форумы, да. Вот, например, Алена Атласова, сколько лет вот, благотворительный фонд «Праздник жизни», детям с онкологией помогает. Таких очень много на самом деле. Я знаю, есть в WhatsApp группы именно, которые, вот, если что, сразу собираются, там идут, помогают. И роль государства поддержать это. А как поддержать? Это уже очень много форм информирования и так далее и тому подобное. Хорошо, вот мы к этому и пришли. Каким законом регулируется волонтерство у нас в государстве? Каким? Кто-нибудь знает? Вот замминистра вот я хотел спросить, но... Ну, у нас вообще в республике у нас принято в законе о государственной молодежной политике Республики Саха-Якутия внесено изменение в 2014 году. Это концепция развития добровольчества Республики Саха-Якутия с планом реализации, указанной в концепции на 2014-2016 год. Да, ну и глава, на данном вот сейчас, моменте. Глава вот сейчас сказал, да, вот во время обращения к Государственному собранию. Именно. И не только наш глава сказал об этом, о развитии волонтерства, и Путин президент сказал, России сказал о том, да, что действительно убрать все барьеры, которые мешают развитию добровольчества и волонтерского движения. Да? И я думаю, что с этого года и с следующего года, и к тому же в следующий год у нас в республике объявлен годом молодежи. И думаю, что будет большая поддержка именно со стороны государственной власти. В стране год экологии, а у нас будет год молодежи, вот можно это объединить все в едином порыве, что называется. Один момент, Леш, ты сказал такую фразу, что нужно пакеты, ну вообще пакеты можно принести из дома, но если уж совсем опустить, вот, да, а вот по поводу вывоза, вот тут-то и нужно держать связь с муниципальными властью. Да. А вот ваш центр может помочь, скажем, в такой ситуации? Можно к вам обратиться, чтобы вы организовали транспорт, предположим, вот вывезти? Нет, у нас нашего чем центра тогда занимается ваш центр? Я вам уже несколько раз повторил. Они собирают не только у нас спортивное волонтерство и социальное волонтерство. Это надо разделять обязательно. Понятно. А ваша работа конкретно в чем? Вы информируете людей? Помощь. А помощь в чем? Нет, смотрите, я чуть-чуть объясню, да, вообще вот то, что говорят, да, там, ну, в приказном, неприказном порядке, вот. На сегодняшний день Центр по работе с волонтерами, допустим, у них есть база данных, вот, про которую не рассказали, да, более там 3000 молодых людей, которые готовы там прийти на помощь. Соответственно, социальные учреждения, там, нуждающиеся, дают заявку, что вот нам нужно вот то-то, 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 помочь надо. Ребята делают рассылку, опять-таки, у себя в группах в социальных сетях, что там такого-то числа, в такое-то время туда-то надо помочь, там, нужно, нужно 50, там, 100 человек. Это информация. Информирование про то, что вы говорили. Соответственно, сайт есть у вас? У нас есть страница, вот как и в социальных сетях, и ВКонтакте, и в Инстаграме. То есть она активно, очень активно работает, там обсуждаются разные мероприятия. То есть все мероприятия, которые мы проводим, и нужны ли нам волонтеры, мы там афишируем в социальных сетях. Сайт удобнее было бы смотреть эту социальную группу. Хорошо. И все же вы же сами сказали, что сайт сейчас. Нет. Чего не хватает вот еще для более мощного толчка? Вот на ваш взгляд, чего не хватает еще? У нас вот две направления, как вы сказали, да, спортивное и вот социальное, да. Ну, для нашей республики нужно, наверное, сельскохозяйственные волонтеры там. Почему нет, если у нас молодежь хочет поддержать сельское хозяйство? Сейчас этим тоже занимаются строительные отряды, есть сельскохозяйственный отряд, который у них тоже по направлениям каждый год выезжает в Аймяконскую область, именно помогает на сельском хозяйстве, на сенокосе помогают. У них тоже есть такое. Действительно, я повторяю, именно студенческие уже, да? строительные отряды же, да. а не центр.
Я и говорю же, действительно много направлений есть вообще волонтерства. Да. И именно в наш центр, я именно про центр говорю, центр по работе с волонтерами в Республике Саха-Якутия. У него направленность работы это социальное и спортивное волонтерство. Смотрите, все равно, да. Сельское хозяйство, да, вот если говорить, если нужно, допустим, детскому дому или там социальному учреждению собрать, там помочь, картошки там накосить, ребята придут и помогут. Это тоже как бы волонтерство. Да. А идти помогать фермеру, да, допустим, или это оплачиваемый труд. Конечно, Да. конечно. Нет, это совсем другое. Я к тому, что Поэтому помните, раньше, когда ездили на картошку, да, или на турнеп, собирали, то есть со школ, Предприятия. брали школьников, но это же было классно, это вот и было волонтерство. И в школьные Я Ой, не времена понял. уже волонтерство, ой, не надо. Это была Почему такая нет? Ну, обязаловка. можно было взять ведро картошки, кстати сказать. Вот. Нет, ну это была Что? обязаловка. Там очень грязно. Абитуриенты все в обязательном порядке должны были ехать перед первым курсом. Школьники вместо того, чтобы за партами сидеть, должны были убирать картошку. Сейчас мы говорим, что мэрия решает свои вопросы, а тогда тоже кто-то решал свои вопросы этим. Это не волонтерство, нет. Давайте не путать вилку с бутылкой. Вот по поводу работы вашего центра. Информация огромное значение имеет. Но людям нужна реальная помощь. У вас есть контакты с организациями, с мэрией наверняка есть контакты. Возьмите на себя такую функцию, помогать не просто информацию выдавать, а помочь организовать вот какую-то конкретную работу. Вы организуете мероприятия какие-то, праздники, может быть, да, спортивные только соревнования. Вот люди обратились, нужна помощь, нужен транспорт. Возьмите на себя такую функцию, помочь им в этом. Ну, они финансируются за счет финансирование грантов у нас только. У них нас нет только государственной финансирование. поддержки. Нет, я не говорю, чтобы они оплачивали некоммерческая транспорт. организация. Нет, я не об этом говорю, чтобы они транспорт У них и машин-то оплачивали. нет своих даже. Это Не в об основном этом. все студенты. Вы меня послушайте, я не об этом говорю. У них есть контакты с мэрией. Значит, Как они оператором могут- выступить. Да, как оператором выступить. Контакты знаешь. Договориться, чтобы помогли людям, которым нужна помощь. Вот конкретно. В каждом конкретном случае. Ну, наверное, все понимаете, сейчас это все делается, конечно, так можно организовать, да, но это все делается в письменном виде, то есть надо отправить письмо от имени центра, например, и это все должно утверждаться, кто-то там должен подписать или что-то, да, поэтому, конечно, такую можно организовать, но учитывая, что центр у нас, как сказать, такую функцию, в принципе, можно сделать, наверное. Вот, я думаю, это было бы очень хорошо. Нет, так они, наверное, Реальная занимаются. помощь. Реальная Просто у нас помощь. все уперлось в них. Мы же говорим про общее движение республики. Они... Да, я понял. Ну, нет, то есть, смотрите, волонтеры-то готовы. Вот, то есть, можно, Нет, люди можно им найти готовы. транспорт, В том-то они и поедут, дело. они готовы всегда. Люди готовы, но людям нужна информация. И вот человек привел конкретный пример, да, не только информация, но еще и какая-то вот материальная, материальная, как есть же у нас помощь. нужна. Организационная служба эксплуатации, или как она, СГХ вот при Да. мэрии есть. Это непосредственно их задача как бы по уборке и так далее. То есть, если к ним обратятся для того, чтобы нужно вывести уже готовый мусор собранный, я не думаю, что они откажут. Ну так вот, если... Обращались, пишите заявку. Да, понимаете, если это Бюрократическим будет не языком. от меня лично, вот от частного лица, да, а если будет от центра по работе с волонтерами, я думаю, это совсем по-другому будет звучать. Так да. смотрите, мы переключились, сегодня у нас мусор, и там пару раз детдома прозвучали. Ну, а ведь есть ветераны, есть сироты, есть семьи, где сироты, дети, есть центры. Ну, то же сирот. самое, Вы скажем, говорите, многодетная семья после пожара, да, им хотя бы вещи перевезти куда-то, да, им же тоже машина нужна, скажем. Это же тоже вот конкретная помощь нужна. Ну, вы понимаете, тут уже другое. Тут по велению сердца вы, если хотите, вы уже доставите эти вещи как-то. Да. И вы, если вы сами хотите. Социальное такси же тоже у нас мы стоит придем же. и поможем, но часто нужна помощь, которая вот люди, которые пришли, они не могут вот сейчас вот эту предоставить, вот эту помощь. Есть организации, которые этим занимаются, но с ними частному лицу сложно связаться. Вот, может быть, это не ваш конкретно центр, чтобы этим занимался, но создать структуру, к которой бы волонтеры могли обратиться со своими проблемами, и эта структура оказывала бы им помощь вот какую-то. Это не развитие волонтерского движения? Татьяна Не наша Геннадьевна тема. правильно говорит, между прочим. И правильное предложение, потому что они-то при государственном органе, им полегче, чем обычным волонтерам. Да. У них хоть кабинет есть, там, где собраться можно, позвонить, телефончик откуда позвонить. Есть возможность письмо написать, если необходимо, сразу отнести. Я думаю, правильное предложение, что Центр волонтерский должен действительно помогать, такой как бы координационный центр создать, чтобы работать по конкретным проблемам. Нет, Своего рода горячая линия будет. То, что сказали там при государственном органе, то Это не- не надо путать, что Центр по работе с волонтерами это тот же НКО.
автономная некоммерческая организация, Коммерческая организация. которая, ну, я еще раз говорю, не имеет подпитки от государства, ну, напрямую, да, допустим, они также участвуют в грантах, да, разыгрываем. Но вот уже заместитель министра сказала, что в этом году грант выиграл другая организация, допустим. Да. Но ребята... У нас уже финансирование нет. Да, и, соответственно, там кто чем помогает, как бы... Ну, они волонтеры, но им тоже надо помогать. Они же не могут там днем и ночью сидеть. Но не надо понимаете? забывать, что волонтеры у нас, нашего центра, это большинство случаев это студенты. Они тоже учатся, у них тоже есть свои дела. Действительно, когда вот, скажу по личной практике, да, когда отправляешь сообщение, у нас есть WhatsApp-группа, да, то есть отправляешь, вот сегодня проводится вот фестиваль, республиканский фестиваль «Семья года». То есть там наши волонтеры тоже работают, она недавно проводилась у нас. 9 декабря. Отправили сообщение, то есть нужны 10 волонтеров, функционал, сопровождение участников фестиваля и встреча гостей и рассадка. То есть отправили, и там откликиваются люди, волонтеры откликиваются уже по мере своей занятости именно. Кто-то в этот день, да, действительно не учится, и уже он волонтер, действительно он понимает от души, и что он хочет помогать людям или организации чего-то, какого-то мероприятия. Он напишет нам, и мы его запишем, и он сразу пойдет. Да, лучше работать. не скажешь. К сожалению, нам нужно заканчивать. Я хочу напомнить слова Роберта Кеннеди, это младший брат великого Джона Кеннеди. Он сказал, что делай добро и говори об этом. Кстати, это сейчас всемирный слоган Всемирной благотворительной организации. Вот так вот. Спасибо, это был Политрук. Увидимся.